Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В Ашхабаде из-за острой нехватки общежитий студентов первых и вторых курсов высших учебных заведений расселяют в двухместные комнаты по 5-7 человек. В нынешнем году количество первокурсников прибавилось на 303 человека, но количество жилых помещений для студентов при этом не увеличилось. Последний год вузы стали разрешать студентам жить на съемных квартирах, но и эта ситуацию не спасает. Перенаселенность общежитий является проблемой буквально каждого столичного вуза, и если, например, в общежитии Международного университета нефти и газа имени Якшигельды Какаева селят по 4 человека в двухместные комнаты, то в Туркменском государственном университете по 5-7. Студенты спят в повалку на полу между кроватями, около входной двери. Зайти и выйти за пределы комнаты невозможно, не разбудив при этом соседа. Нередко студенты укладываются вдвоем на одной кровати. Храп, неприятные запахи, кашель – все это не способствует нормальному сну и отдыху. Если кто-то заболевает, то болеют всей комнатой. Готовиться к занятиям в подобных условиях невозможно. Еще год назад снимать жилье младшекурсникам категорически запрещалось. Казалось бы, почему? Ведь это уже совершеннолетние люди, имеющие право создавать семью и обзаводиться детьми. Но нет, снимать жилье разрешалось только на 3-м курсе и старше. При этом на всех общежитий не хватает, и администрации некоторых учебных заведений вынуждены были разрешить студентам жить у родственников или на съемной квартире. К этому решению также сподвигло самоубийство Сохбета Балканова, 20-летнего студента Университета нефти и газа. Тем не менее, отпустив студентов на квартиры, деканы требуют от них массу бумаг и документов. Их образцы имеются в распоряжении Turkmen News. Необходимо предъявить написанное от руки заявление на проживание вне общежития, плюс предоставить копии домовой книги, съемной квартиры и паспортов своего, родителей и хозяина жилища. Написать письменное обязательство не играть в азартные игры, курить сигареты, употреблять спиртное, наркотики или психотропные средства, не ругаться с соседями. Предоставить 3 фотографии с собой в кадре, внутри квартиры, перед входной дверью и перед фасадом дома. Также необходимо предоставить письменное обязательство родителей студента, в котором они обязуются контролировать своего ребенка, не допускать вышеперечисленные нарушения, походы в кафе, бары и рестораны. Не допускать им выезда за границу в целях торговли или отдыха, ежедневно созваниваться с ним, а 1 раз в месяц приезжать и проверять условия проживания. Также не разрешать покидать пределы Ашхабада, обеспечивать соблюдение правил дорожного движения. Необходимо взять письменное обязательство арендодателя жилья, в котором он обязуется не допускать вышеперечисленных вещей, а также сообщать о любых нарушениях руководству вуза. Вот такой пакет разных расписок, копии документов должен предоставить каждый уходящий на квартиру студент. Нас опекают так, будто мы 12-летние подростки, говорит студент одного из вузов Ашхабада. Остался последний шаг – установить камеры в квартирах, чтобы декан мог удаленно контролировать исполнение данных студентам обязательств. Ранее Turkmen News писал о многочисленных ограничениях для студентов. Помимо всего вышеперечисленного, им еще запрещено управлять автомобилем. Справедливости ради следует отметить, что в обязательствах нынешнего учебного года отсутствуют запреты, которые нужно было указывать раньше, а именно: пользоваться интернетом только в учебных целях и не посещать места, где проповедуют неправильные религиозные течения. Впрочем, неизвестно, является ли подобное обязательство стандартным, или каждый вуз решает самостоятельно, что студентам позволено, а что нет. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.